Череда открытий в Татарстане. За день 3 крупнейших инфраструктурных проекта. Какие возможности стране, республике и рядовым водителям открывают новые дороги и воздушный перрон. Татарстан уверенно выполнил проект по доведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерации. Какой будет максимальная скорость и в какую цену обойдется проезд по новым трассам, расскажет Рамиль Шайдуллин. Впервые дома после атаки БПЛА. Свет дали, газ дали, вот недавно. Жители четырехэтажки начали пускать в квартиры. Важно было понять, какой даже самый маломальский ущерб был причинен квартирам в результате данного происшествия. В каком состоянии пострадавший дом и что уже сделали, расскажет Вероника Гайнудинова. В госпитале душевные песни, теплые слова и новогодние подарки. В госпитале уже почти год. В Татарстане прошла всероссийская акция «Для вас, родные». И еще больше хочется петь, и это классно. Как поздравили военнослужащих, проходящих лечение, увидел Дмитрий Аринин. Это лишь часть того, о чем мы сейчас расскажем. Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. Знаменательный день для республики. Сегодня в Татарстане состоялась серия открытий масштабных дорожных объектов. Вторая очередь Вознесенского тракта, новый перрон международного аэропорта и автомобильная дорога Алексеевская-Альметьевск. Последняя входит в состав платной трассы Шали-Бавлы. Ее протяженность 145 километров. Она соединяет 5 районов и станет важной частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин и райс республики Рустам Минниханов. Уникальность объекта – дорогу строили совместно с частным инвестором. Рамиль Шайдуллин продолжит тему. Ровные колонны и десятки КАМАЗов едут по построенной ими же трассе. Первые в республике дороги реализованы в концессии с частным инвестором. Татарстан уверенно выполнил проект по доведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерации. Также Татарстан перевыполнил показатель по региональным дорогам. Значит, уже фактически приближается к выполнению плана, который у нас стоял к 30 году. И сегодняшняя дорога, которую мы открываем, Алексеевск-Альметьевск, также внесла в это огромный вклад. Новая дорога соединяет 3 федеральные трассы и проходит через 5 районов Татарстана. Алексеевский, Чистопольский, Новошишминский, Черемшанский, Альметьевский. Еще вчера это было мечтой, говорит Рустам Минниханов. Наша мечта – платная трасса Алексеевск-Альметьевск. 145 километров стоимостью 100 миллиардов. Конечно же, это тоже огромная поддержка федеральная. Ну и вот, как Марат Сергеевич сказал, наш инвестор Комаров. Частный инвестор, советник генерального директора компании СМП «Нефтегаз» Фуат Комаров. Это ему в начале 2000-х пришла идея связать скоростной трассой юго-восток Татарстана. Необходимо было, чтобы движение шло через нашу республику. С этим вопросом я подошел к Дмитрию Мишариповичу. Значит, раскладка показал, цифры, значит, маршруты как проходят. Он говорит, что нужно сделать? Я говорю, нам нужно самим начинать работать. Он говорит, хорошо, значит, с нашей стороны что нужно? С вашей стороны, говорю, нужно благословение, чтобы нам разрешили работать. Вот он, как говорится, поручил Рустаму Нургалеевичу, значит, заняться этим вопросом. Построить еще 2/3 дороги помогла федеральная поддержка. Упорная работа велась почти 2 года. Большой объект, очень хорошо. Работали дружно и весело. Трасса Алексеевская-Альметьевск – это 4 полосы движения с шириной каждой более чем по 3,5 метра. Максимально допустимая скорость – 150 км в час. Помимо асфальта и ограждений были возведены мосты через реки и современные транспортные развязки. Самым длинным стал мост через реку Шишма длиной 227 метров. В пик строительства на объекте работало до 5000 человек и более 2000 единиц дорожно-строительной техники. Стоимость проезда будет зависеть от категории автомобиля. Для легковых машин она составит 4 рубля 50 копеек за километр, что при полном маршруте от Алексеевского до Альметьевска обойдется в 653 рубля. Особенность трассы – это современные технологии. Наверное, самая прорывная – это интеллектуальная система «Свободный поток». Она уже работает на М12 и позволяет осуществлять проезд без необходимости остановки на пунктах оплаты. Сама следит за движением, сама же регулирует потоки. Автоматически информирует пользователей. Таким образом, дает понять, что необходимо снизить скорость, перестроиться, либо просто повысить
внимание пользователя для того, чтобы избежать рисков и инцидентов на дороге. Трасса Алексеевская-Альметьевск – современный автобан международного значения. В дальнейшем она соединит федеральные магистрали М7 «Волга» и М5 «Урал», став частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Рамиль Шайдуллин, Дальмин Дубаев, ТНВ, Алексеевский район. В 2024 году у международного аэропорта Казани имени Габдуллы Токая появился новый перрон. Сегодня его торжественно открыли Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов. Раис поблагодарил руководство страны и председателя правительства Михаила Мишустина. Перрон уже был задействован во время саммита БРИКС для встречи гостей. Его построили на площади 160 тысяч квадратных метров. В дни форума здесь разместили 33 широкофюзеляжных самолета. До этого можно было только 12 лайнеров. Кроме этого, Казанский аэропорт продолжал принимать и регулярные рейсы. Сыграл огромную роль в проведении масштабного саммита БРИКС, за что я хотел отдельно поблагодарить вас и всю команду. Высочайший уровень проведения мероприятий. И, конечно же, этот наработанный опыт и эти технологические возможности, уверен, позволит нам и провести Казань-форум на должном уровне. Мы вместе с республикой этот перрон уже полностью вводим сегодня, значит, со всеми зданиями, сооружениями в эксплуатацию. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток в 2,5 миллиона человек в год. Но уже в 2023-м он принял больше 5 миллионов пассажиров. Учитывая растущий турпоток, мощности воздушной гавани нужно было увеличивать. Аэропорт нуждался в расширении. В первую очередь, конечно, перронное пространство, о чем сегодня говорили, ну и терминалы впереди. Сегодня аэропорт справился с задачей принятия гостей БРИКС. Уже проектируется новый терминал с тем, чтобы мы в перспективе, построив этот терминал, могли принимать 7,5 миллионов пассажиров в год. Хороший новогодний подарок получился и для казанских автомобилистов. В столице открыли платный участок Вознесенского тракта. Теперь путь от проспекта Победы до трассы М7 займет не более 7 минут. Построенный мост через Ноксу, несколько надземных и подземных пешеходных переходов. Строительство обошлось в 27 миллиардов рублей. Первым по новой магистрали проехал Рамиль Галиуллин. Движение поручаю открыть. Поехали. С символического парада большегрузов открывается движение по второму участку Вознесенского тракта. Трасса стала 5-й вылетной магистралью в Казани. Нам посчастливилось первыми выехать на новый участок Вознесенского тракта. Его длина около 8 километров, по 3 полосы в каждую сторону. На всем пути ни светофоров, ни перекрестков, а выехать из города можно всего за 7 минут. Участок соединил проспект Победы с трассой М7. На всем пути отчетливая разметка, освещение, несколько надземных и подземных пешеходных переходов. Что требовалось, мы делали. И ровную, и широкую, и хорошую. Дорога позволит значительно разгрузить Мамадышский тракт. Магистраль стала первой, построенной с нуля в новейшей истории Казани. О ее значимости говорят вице-премьер Марат Хуснуллин и раис Рустам Минниханов. Второй этап Вознесенского тракта тоже важнейшая дорога, которая сегодня в рамках агломерации, которая выходит на федеральную дорогу М7, которая даст возможность не только жителям Казани, но и туристам, но и всем, кто транзитники проезжают, могут спокойно заехать в город по этой отличной дороге. Очередной радостный день. Вот второй этап Вознесенского тракта. Это объект стоит 27 миллиардов. Конечно же, без федеральной поддержки это было бы невозможно. В генплан Казани Вознесенский тракт был заложен в далеком 1969 году. Но строительство начали только 3 года назад. Ежедневно проезжать по трассе смогут 13 тысяч машин. 55 лет Казань, жители, руководители города, республики мечтали о том, что это случится. Спасибо за те проекты федеральных дорог, благодаря которым сегодня Казань имеет 85% нормативных дорог. Проезд по второй очереди будет стоить от 90 до 350 рублей. Определять, кто проехал по дороге, будет система «Свободный поток». Она позволит водителям не останавливаться и не снижать скорость для оплаты проезда. Эта же система действует на трассе М12. До 11 января она работает в тестовом режиме, поэтому проехать по тракту до этого дня можно бесплатно. В дальнейшем проезд надо будет оплатить в течение 5 суток. Шлагбаумов нет, рамка находится на одном месте, то есть при въезде на платный участок
выезда уже отсюда не будет. Соответственно, придется ехать до конца и уже непосредственно оплачивать. Оплачивать проезд возможно на сайте vtkazань.ru. По словам казанских автомобилистов, трасса будет пользоваться популярностью у водителей. Мамадышский тракт, думаю, разгрузится. Пробок не будет уже сильных таких довольно-таки. Будет намного легче добираться до города. Часами стоять не будем в пробках. Я очень рада. Очень по-современному довольно-таки, потому что город как бы новый. В Москве-то ладно, уже все затор, они уже переделать-то не могут. У нас, благо, стараются. Ко всему прочему, казанцы уверены, новая дорога даст импульс к развитию новых территорий. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Главного экономического полицейского Юго-Востока Республики следком подозревает в получении взятки и превышении полномочий. В Альметьевске задержан начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Рафик Минабуддинов. По версии следствия, в 2023-2024 годах он обещал директору строительной фирмы помочь заключить контракт на ремонт административного здания Центральной библиотеки в Сармановском районе за незаконное вознаграждение почти в 2 миллиона рублей. Затем подозреваемый организовал проверки администрации района, а также родственников главы. Последний был вынужден согласиться оформить рекомендательное письмо для фирмы. Как сообщает следком, перед заключением договора Минабуддинов получил от руководителя фирмы 240 тысяч рублей, после чего был задержан. Возбуждено уголовное дело по 2 статьям. Спустя 5 дней после атаки беспилотников на Казань в свои квартиры смогли вернуться жители 4-этажки в Кировском районе. Здесь подали газ и электроснабжение, продолжают восстанавливать отопление и кровлю. Ущерб квартирам еще предстоит оценить. К жильцам сегодня приезжали представители комиссии. Из 24 квартир дома наиболее пострадали 15. Как они сейчас выглядят и кто из жителей решил вернуться, репортаж Вероники Гайнудиновой. Был потолок натяжной, вот он у нас упал, вот это вот все. Вот это обязательно снимите. Вот это вот вся, это самое, все камни упали, и до щебенки вон там, вон, потолок порвался. Квартира Галины Бондаревской на 4-м этаже, прямо под крышей. Ее жилище одно из пострадавших. Сегодня разрешили приехать, чтобы осмотреть повреждения. Убираться пока нельзя, будут оценивать ущерб. Сейчас подключили коммуникации. Галина с мужем живут у дочери. Запах какой-то стоит тоже, с чердака там все это. Последний же этаж, здесь невозможно ночевать. Ну все они как хотели, они все вовремя сегодня подключили. Единственное, что у нас проблема, колонки не подключают. В результате падения дрона повреждена кровля здания, нарушен тепловой контур, квартира одной из секций затопила до 1-го этажа. Сейчас начали ремонт крыши, коммунальные службы восстановили конструкции и коммуникации. Ну а сегодня вот была комиссия полностью, все обследовали. Вода, свет дали, газ дали, вот недавно. Сейчас все я там посуду прибрал и прочее. Вот сейчас в магазин схожу, продукты. То, что было все в холодильнике. Оценивать ущерб будет комиссия. Она сегодня осмотрела дом, здание 1959 года постройки. Напомним, взрывное устройство беспилотника не сработало. Позже его ликвидировали саперы. Нам важно было понять, какой даже самый маломальский ущерб был причинен квартирам в результате данного происшествия. Значит, по результатам мы должны отметить, что повреждения получило всего 15 квартир. Напомню, что в этом доме у нас 24 квартиры всего. Все пострадавшие квартиры будут восстанавливать. Для того, чтобы начать правильным образом работу, нам необходимо, чтобы, грубо говоря, дом просох. Все силы и средства у нас для того, чтобы сделать ремонт в кратчайшие сроки, есть. Безусловно, они будут восстановлены и ликвидированы, эти повреждения, за счет нас. Примерно в 10 квартирах ремонт сделают в ближайшее время. Он займет пару дней. В остальных, наиболее поврежденных, работы начнут, как это позволят условия. Вероника Гайнудинова, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Сегодня Набережно-Челнинский суд на 2 месяца отправил под домашний арест Елену Собину, главу КФХ в Елабужском районе. Здесь в начале недели в пожаре погибли 6 рабочих. Сгорел деревянный барак, в котором находились 39 человек. Только 33 смогли выбраться. Также сегодня избрали меру пресечения генеральному директору фирмы «Мир» Владимиру Чайке. Его отправили в СИЗО также на 2 месяца. Здесь следствие будет объективным, справедливым и рассмотрит все-таки все обстоятельства дела в полном объеме. Мы оказали пострадавшим помощь и, конечно, будет скрываться от следствия ненамеренные, считаем достаточным меру пресечения в виде домашнего ареста.
С Нового года проезд на общественном транспорте в Казани подорожает до 43 рублей, как при использовании банковской карты, так и при оплате наличными. Об этом сегодня сообщил руководитель Госкомитета по тарифам Александр Груничев. При этом сами перевозчики, заявили в комитете, просили установить 45 рублей за наличный расчет. При оплате транспортной картой проезд тоже подорожает. Если сейчас тариф 100 поездок в месяц обходится в 28 рублей за поездку, то с 1 января будет стоить 33. Повышение объясняют изменением среднего размера зарплаты, индекса потребительских цен и другими факторами. Проезд подорожает не только в Казани. В других крупных городах поездка будет стоить 40 рублей за базовый тариф. Остальные города, там, мы их называем условно малыми городами с численностью ниже определенной численности, там будет где-то порядка 28 рублей. Тариф одинаковый. В июле следующего года вырастут средние тарифы за коммуналку. Значительное повышение коснется 39 муниципалитетов. Это 19 городов, 6 сельских поселений и 14 поселков. Здесь плата за ЖКУ вырастет в среднем на 17,5%. Так, в Казани электричество подорожает на 19%, холодное водоснабжение и водоотведение на 17,5%, отопление более чем на 22%, вывоз мусора почти на 9%, горячая вода на 21,6%. В комитете озвучили 3 причины роста: кадровый отток и необходимость увеличения зарплат коммунальщикам, увеличение цен на газ и другое. Так, например, вот в Нурлатах мы привели пример, да? Там практически больше миллиарда вложено денег, новые питьевые станции, новая питьевая вода с новым качеством. И фактически там энергопотребление, конечно, тоже растет, потому что это все должно тоже обеспечиваться. И даже несмотря на это, мы фактически полностью амортизацию дать в тарифе не можем и обеспечиваем только на минимальном уровне. В основном повышение тарифа обеспечивается за счет роста электрики. В Набережных Челнах открыли дополнительный офис врачей 7-й поликлиники. Он будет обслуживать взрослое население сразу 3 микрорайонов, а это 8,5 тысяч человек. Теперь в шаговой доступности врач-терапевт, кабинет неотложной помощи и процедурный. Подробности в репортаже Светланы Звонаревой. Кабинеты большие, уютные, с балконом даже. Именно здесь жители смогут получить своевременную медицинскую помощь. Плановые осмотры, диспансеризация, лечебная диагностика и неотложка. Новый центр готов принимать до 60 пациентов в день. Одно дело – это собраться, когда у тебя болит или раскалывается голова, когда у тебя кашель, да, когда у тебя что-то беспокоит, и преодолеть расстояние. Другое дело фактически спуститься с одного из этажей этого дома и оказаться тут, в медицинском учреждении. Тут будет размещены 6 врачебных участков. Режим работы с 7 утра до 7 вечера. В офисе будет также кабинет неотложной помощи. Фельдшера будут по вызовам ездят, планируется, и процедурные кабинеты. Также можно будет пройти первый этап диспансеризации. Рядом в филиале 4-й детской поликлиники завершился капремонт. Здесь будет проходить первичный прием педиатров, есть прививочный кабинет. Филиал обслуживает более 4000 малышей. Около 40 миллионов рублей было выделено на капитальный ремонт и приобретение оборудования. Как уже было сказано, огромный микрорайон, более 50 тысяч, 63-й, 64-й, 69-й комплекс. В основном молодые семьи, которые приобрели квартиры по социальной ипотеке. Здесь же рядом дом первой публичного акционерного общества КАМАЗ, арендное жилье. Поэтому здесь, как говорят, идет движение. Молодые семьи, дети. Одной из приоритетнейших задач, конечно, все это делается для того, чтобы оказывалась качественная медицинская помощь. Проводились качественные медицинские профилактические осмотры. Это касаемо и взрослого населения, это касается и детского населения. Для челнинцев новые филиалы стали настоящим предновогодним подарком. Светлана Звонарева, Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, ТНВ, Набережные Челны. Рустам Минниханов сегодня принял участие в торжественной церемонии вручения наград лауреатам премии имени Бориса Тихомирова. Она прошла в Москве. Ежегодно премию присуждают лучшим в сфере проектирования и строительства объектов промышленного значения. Раис отметил, сегодня как никогда нужны специалисты в оборонно-промышленный комплекс, особенно с учетом новых вызовов, которые стоят перед страной. Он поздравил лауреатов премии и вручил орден за заслуги перед республикой индустриальному директору комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхану Аздоеву.
Я считаю, что это очень положительный пример для того, чтобы показать ваша работа проектировщиков, она очень важна. Сегодня очень много новых вызовов перед нашей страной, и особенно оборонно-промышленный комплекс. 22 мировых судьи Татарстана получили служебные удостоверения. Их вручил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Глава парламента отметил, что представители Фемиды выполняют огромную работу по обеспечению законности. Только за первое полугодие судьи республики рассмотрели более 420 тысяч дел. Для улучшения материально-технических условий их работы ежегодно выделяется около 800 миллионов рублей. Так реализуется госпрограмма развития юстиции. Фарид Мухаммедшин призвал ответственно рассматривать материалы, касающиеся участников СВО и их семей. Особо отметил тему расторжения браков. Непростой, чувствительная тема, важная тема, которая оформляется именно решениями мировых судей. Должен сказать, что в Татарстане по последним данным наблюдается снижение числа расторжений брака на 7%. В этом и ваша заслуга тоже есть. Сохранение семей, благополучие семей в нашей республике. В 2025 году на патриотическое воспитание молодежи наша республика направит рекордные 31 миллион рублей. Это в 2 раза больше, чем в текущем. Об этом сегодня журналистам сообщил министр Ринат Садыков. Средства пойдут на грантовую поддержку патриотических клубов и открытие лагеря для подростков, стоящих на учете. Его создадут на острове Вертолетный в Спасском районе. Сразу 3 молодежных центра откроют в Менделеевске, Рыбной Слободе и Дрожжином. Также в следующем году Минмол запустит 3-летнюю программу для улучшения жилищных условий молодых ученых. Сотрудники научных организаций до 39 лет смогут получить субсидию в 1 миллион рублей. Половину суммы должен оплатить работодатель. Любой работодатель может включиться в эту программу, если он заинтересован в сохранении этого молодого ученого у себя в организации, на предприятии, в научно-исследовательском институте, либо в высшем учебном заведении. Достаточно высокая, как минимум сейчас порядка у нас 3 с лишним тысяч только аспирантов, да, не говоря о докторантах, да, в Республике Татарстан. И вот как минимум 15-20% из них нуждаются в улучшении жилищных условий. Татарстан присоединился к всероссийской акции «Для вас, родные». Активисты движения «Ярдам Янаша. Помощь рядом» вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и артистами отправились по госпиталям Татарстана поздравлять военнослужащих, проходящих лечение. При поддержке Райса Республики для каждого бойца купили новогодний подарок, а волонтеры написали поздравления. Как отмечают медики, такая поддержка и душевный подъем помогут быстрее пойти на поправку. О празднике в больничной палате Дмитрий Аренин. Наступающим Новым годом вас, друзья! Для новогодних поздравлений в Казанском госпитале ветеранов войн выставился большой десант артистов и волонтеров. Одержим победу, тебе я приеду, на горячем военном. Как говорят бойцы, многие здесь на лечении по несколько месяцев, и такой визит поднимает настроение. В госпитале уже почти год. Мобилизованный Ильнур Шаграев из Зеленодольска участвовал в штурмах Марьинки и Авдеевки, получил осколочное ранение в ногу. Новый год впервые будет встречать в госпитале. Здесь не только лечит, но и душевным лечит, и концерты устраивает. Нам это приятно. В душе хорошо становится. Просто тоже одних обезболах не сидеть же тяжело постоянно. Баба Яга на меня сброс сделала. В общем, действительно, здесь мы, конечно, со смехом это все вспоминаем. Владислав Цветов был ранен около коксохимического комбината Авдеевки. В госпитале молодой офицер бодрости духа не теряет и после выписки собирается снова вернуться на передовую. Новый год, это, конечно, тоже хороший семейный праздник, конечно. Вот тоже, в принципе, меня тоже вот скоро выписывают. Я как раз все равно загляну к своим родственникам, как раз, если они у меня вот в Казани живут, тоже отмечу и уже поеду дальше в часть с спокойной душой, дальше нести свою службу, как говорится, во благо Родины.
При поддержке Раисы Республики всем бойцам, проходящим лечение в Татарстане, закупили новогодние подарки. Волонтеры написали письма с пожеланиями. Акция проводится по всей России, называется «Вам, родные». Мы понимаем, насколько важно сейчас поддержать военнослужащих, которые находятся в госпиталях, которые сейчас проходят лечение. Для нас, для волонтеров, для общественных деятелей это очень важно, так как здесь в тылу мы можем поддержать наших военнослужащих и еще раз их поблагодарить, сказать, насколько мы горды, что у нас есть такая возможность. Петь песни для бойцов приехали студенты Казанской консерватории. Как говорят, такие выступления получаются вдвойне душевными. Было приятно, что они начали улыбаться, что они начали снимать все это на видео. Это как раз идет обратная связь. Это очень приятно, это, наоборот, поднимает и певцу настроение, и еще больше хочется петь, и это классно. Как отмечают медики, с таким позитивным зарядом пациенты быстрее вылечиваются. Всегда помогает позитивное мышление, хорошее настроение и помогает нам быстрее поправиться. Пессимистический настрой, уныние никогда не приводили человека к успеху, к выздоровлению. Акция «Для вас, родные» будет продолжена. С Новым годом поздравить всех военнослужащих, которые лечатся в нашей республике. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи. Здравствуйте, Исянмасис, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки погода снова окажется под влиянием циклона. Подробности после полезной информации. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2025 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Высокой горе и Кукмаре будет облачно, пройдет снег. Температура днем 0-1, ночью -1, -3 градуса. В Буинске, Кайбицах и Камском устье пасмурно, мокрый снег. Температура днем 0-1, ночью 1-2 градуса мороза. В Чистополе, Новошишминске и Аксубаево облачно, снег. Температура от 0 до 3 градусов мороза днем и 1-3 мороза ночью. В Набережных Челнах, Актаныше и Агрызе будет пасмурно, пройдет снег. Температура днем 0-1, ночью 1-3 градуса ниже нуля. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске облачно, слабый снег. Температура в течение суток одинаковая, от 2 до 3 градусов мороза. В туристических городах республики тоже потепление. В Свияжске около 0 градусов днем и -1 ночью. Будет облачно, пройдет мокрый снег. В Болгаре облачно, снег. Температура в течение суток около 0 градусов. В Елабуге облачно, мокрый снег. Днем около 0, ночью -2 градуса. В Казани будет облачно, ожидается мокрый снег. Температура днем +1, ночью -1 градус. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Ветер около 5 метров в секунду. Влажность воздуха 88%. Это все о погоде. Всего доброго. Күннәрегез уңышлы булсын.